Телеканал Юрган, Сыктывкар. Второй семестр в Сыктывкарском государственном университете постигает экономические науки студент из Германии Михаэль Зиберт. По словам немецкого гостя, столкнувшись с реалиями нашей северной жизни, он испытал культурный шок. А также развенчал и некоторые мифы о столице комик. К примеру, медведей на улицах он так и не обнаружил. Репортаж Евгении Лебедевой. Конечно, красивые девушки. Здесь тоже видел. Русская водка, лютые морозы и прекрасные девушки. С ними лицом к лицу столкнулся студент из Германии. На красавиц Михаэль старается не заглядываться, хотя и сдерживает себя с трудом. Ведь на родине его ждет верная Катрин. Да и в Сыктывкар он приехал не за этим. Почему именно Сыктывкар? Потому что у нас был выбор. Москва, Питер, Сочи и Сыктывкар. А только здесь возможность существует получить такой двойной диплом. Преподаватель Андрей Вишняков называет Михаэля просто Миша. Говорит, изучать бизнес на чужом языке – дело нелегкое. Барьер, конечно, есть. Языковый барьер, культурный. Хотя среди хороших людей, я всегда считаю так, барьеров нет. И среди тех, которые хотят знать. Михаэль уже успел оценить прелести нашей кухни. Всевозможные супы полюбились немецкому желудку особенно. Покорили и традиционные блины со сметаной. Это просто сметана, и это не как у нас. В России сметана, и я люблю это. И блинчики. Суровые студенческие будни и северные морозы. Оказывается, привыкнуть можно ко всему. Я узнал, что здесь минус 25 градусов или минус 30, это вообще нормально, это можно жить. Но немцы так не думают, как можно каждый день минус 30 градусов. 5 месяцев в России. Здесь Михаэль чувствует себя как дома. Мечтает разучить скороговорки и ближе познакомиться с русской классикой. Теперь уже в оригинале. Евгения Лебедева, Нина Чешкова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.